Однажды девочка Умит возвращалась из школы домой и услышала чей-то голос. Что же мне теперь делать? Как мне теперь быть? Как же я всех подвел? Это самая страшная мука. Что же делать? Ишембайке, здравствуйте! Привет, Умит. Ты откуда такая довольно идешь? Ты куда ходила? Ой, издалека. Ходила в город за хребтом. Книжки для школы относила. Оказывается, столько нового интересного вокруг. Новые книжки, новые знания. Это хорошо. Конечно, вы правы. А вы, Ишембайке, почему как больной выглядите? Чем-то заболели? Нет, не болезнь это. Меня совесть мучит. Ох, мука. Это же самая страшная болезнь. Простуду-то чаем с медом вылечишь. А это не знаю даже как. Что с вами случилось-то? Расскажите. Не Булгонбай ли опять со своими дурными шуточками? Эх, если бы. Но нет. Карахан весь скот, который я пас, угнал себе. Он что, с ума сошел? Он и без этого богат. Как это случилось? Я спокойно пас скотину, отошел в тенек, собрался старую накидку своего коня зашить и упряжь починить. А тут налетел Карахан со своими стражниками и угнал все стадо куда-то. Попытался с ним поговорить, сказал ему, если это была шутка, пусть шуткой и останется. Я обиду держать не стану. Ай-яй-яй, не знаю. А он что вам ответил, Байке? А он сказал, отгадаешь мои загадки, отдам тебе скот, и еще столько же в придачу дам. Не сможешь, всю скотину твоего аила заберу, и тебя заодно. Будешь на меня батрачить. Стеганул хорошенько своего быстрого аргамака и ускакал. Так, Ишембайке, успокойтесь. Не мучайте себя. Расскажите все по порядку. Вылечим мы вашу болезнь. Хорошо, Умит. Так вот, перед тем, как ускакать, загадал он мне 3 загадки и дал 3 дня на раздумье. Сижу, голову ломаю, от людей прячусь, стыдно, а 2 дня уже прошло. Ого, времени совсем мало осталось. До главного стойбища Карахана нам еще дойти надо. Весь день и всю ночь придется идти, а путь-то очень опасный туда. Ничего, Ишембайке, сами же сказали, нам теперь терять нечего. Да, и зря я, что ли, учусь, книжки читаю, задачки решаю. А вы же только повидали, много чего знаете и умеете. Значит, и доберемся туда, и с загадками справимся, и все у нас получится. Тогда пойдем скорее. Пойдем. А Карахан какие загадки загадал? Дорога дальняя нам предстоит. По пути расскажу. Пойдем. Отправились Умит и Ишен к Карахану. Путь их пролегал через бурную реку. Но на единственной тропинке, которая вела к мосту, часто разбойники подстерегали и грабили путников. Ой, да это же разбойники. Я узнал Ишачка. Они его у Джарганай украли. Она искала его. Мне говорила, когда мимо проходила. Но перед тем, как Карахан налетел, Джарганай немного мяса на базаре купила для семьи. Ее ограбили, а Ишачок их единственный кормилец. Что же нам делать? Если в обход пойдем, то до стойбища Карахана 3 дня пути. Дорогу через мост нам разбойники перегородили, а с ними мы справиться не сможем. Ничего, я кое-что придумал. Интересно, что же такое придумал Ишен? Да тихо ты! Эй, ну что, готово уже? Нет, еще немного, пусть поварится. Скоро будет. Подожди немного. Живот от голода сводит. Целую неделю охотимся, а кроме этого тощего ишака до куска мяса в его курджуне ничего не добыли. Да и место для отдыха плохое выбрали. Духи здесь водятся. Чудища по ночам выходят, и как только видят... Ой, что происходит? Ни один не выжил. Даже косточек от них не осталось.
Вдруг раздались страшные звуки, закачались деревья, на поляне появилось ужасное чудище. Это кто в моих владениях костры разжигает и мясо варит по ночам? Это не мы только что пришли. Мы эти, как его, помники. Мы ничего не разжигаем. Мы бережем природу. Мы не варим тут ничего. Это не наше. Это не наше. Это кто в моих владениях ишаков привязывает к деревьям по ночам? Какой такой ишак? Это не мы. Мы сюда пешком пришли. Отпущу только если вы пообещаете, что никого никогда грабить не будете и заживете честно. Обещаем. Да, честное слово. Честное слово, обещаем. Клянемся. Честное слово. Помните, я все о вас знаю, и вам очень не поздоровится, если еще будете разбойничать, честных людей обижать. Поняли? Да. А ну быстро пошли отсюда! Давай скорее. Разбежались разбойники в ужасе в разные стороны. С тех пор никто и никогда их не видел в этих краях. Еще байки! Вы видели, как они убегали? Вот умора, как хорошо вы придумали! Да, не ожидал я такого. Но они так перепугались. Теперь точно никого грабить больше не будут. В это же время мимо проходила Джарканай. Вернули наши герои ей кормильца, и казанок уже сваренного мяса в придачу оставили. Это не мне, это вам огромное спасибо. Я уже и не надеялась, но сейчас и всю семью накормлю, и ослику-кормильцу моему свежего сена дам. До свидания, и еще раз спасибо. Удачи вам! Попрощались с Джарканай наши путники и ускорили шаг, ведь времени у них оставалось все меньше. Уставшие и потрепанные Ишен и Умют добрались до Карахана. Стражники перегородили им дорогу, но хан узнал Ишена и приказал пропустить наших героев. А так? Ты не один. Что-то маловато твоя подмога. Никого больше поумнее не смог найти, а? Здравствуйте, Карахан. Да, я не один. Это Умют. Она, как услышала ваши загадки, очень рассмеялась от их простоты. Здравствуйте, хан. Спасибо, что развеселили меня. Ну что, готова ответить? Ишен, помнишь, что стоит на кону? Или верну твое стадо, и второе, такое же в придачу дам. И почет уважения. Или позор на весь свет и муки совести. Аханы быстро разнесут молву об этом. Лучший чабан в округе в 1 минуту по собственной глупости потерял стадо целого аила. Да, я все понимаю, хан. Спрашивайте. Верный визирь Карахана решил помочь своему хозяину и прошептал что-то на ухо хану. Амимит, отвечать будешь ты. Хорошо, хан. Ответь-ка на самый простой вопрос. Какое расстояние между Востоком и Западом? Но это просто. Между Востоком и Западом расстояние 1 дня пути. Ведь солнце утром восходит на востоке, а заходит на западе. Ой, ты смотри, отгадала. Ну я же говорил, это самый легкий вопрос. Сейчас посложнее будет. Ответь ко мне. Какое расстояние между небом и землей? Это проще простого, хан. Расстояние между небом и землей нетрудно охватить глазом. Поднимешь глаза — увидишь небо. Опустишь глаза — увидишь землю. И эту отгадала. Что происходит? Я же самый умный, самый хитрый. У меня самые сложные загадки. Карахан, это она еще самая младшая. Вы других не видели. Они все в нашей школе учатся. Ах так. Значит, в школе учится. Ну хорошо. А ну быстро отвечай, чтобы ни секунды не думала. Какое расстояние между ложью и правдой? А это проще простого.
Расстояние между ложью и правдой всего лишь 4 пальца. Это как же? Объясни! Не объяснишь, мигом голову с плеч. Тише, тише, хан, успокойтесь. Расстояние между ложью и правдой всего лишь 4 пальца, потому что это расстояние от уха до глаза. Наше ухо часто слышит ложь, но глаза-то видят правду. Да как же так? Ай, она все угадала. О, Ümit, молодец! Мы спасены! Молодец! Но сейчас вы в меня перестанете так радоваться. Хорошо. Забирайте свой скот. Он в ущелье. Если, конечно, найдете. Хан, скажите, где, в каком ущелье? У вас же много земли. Все ущелья обойти года не хватит, а нам домой уже надо возвращаться. Ну скажите. Чтобы узнать, в каком именно, я загадаю еще 3 загадки. Разгадаете, скажу, в каком ущелье ваше стадо. Там же заберете еще одно стадо, которое обещал за отгадки. Оно там рядом, в Кашаре. Но если не отгадаете, тогда волки ночью полакомятся вашим стадом. А вы до конца жизни будете батрачить на меня и жить со скотом в Кашаре. Тогда задавайте скорее, хан. А вопросы такие. Что такое мука? Что такое печаль? И, наконец, что же такое позор? Хан, мне не нужно ни секунды. Я уже разгадала все 3 загадки. Да? И какие же ответы? Мука – это болезнь. Печаль – это нужда. Позор – это воровство. И какое же объяснение, а? Я видела, как мучился Ишен. Весь больной был, когда я его встретила. А он мучился от того, что украли отару, и ему было очень стыдно. Самая тяжелая болезнь – это мука. Ну а печаль что же? Я хорошо знаю, что такое печаль. Это когда нечем накормить семью, не знаешь, что будет завтра, некуда деваться, когда нуждаешься во всем. Самая тяжелая печаль – это нужда. Про позор и воровство рассказывать, хан. Стоп! Ни слова больше! Ваша скотина в ущелье, левее ручья. Там еще лес с правой стороны. Там же в Кашаре тот подарок, что я обещал за правильные ответы. А теперь вон отсюда! И не попадайтесь мне больше на глаза! Пошли Ишен и Ümit искать, где же спрятал стадо коварный Карахан. Разговорились по пути. Вот спасибо тебе, Ümit. Прямо не знаю, что бы я делал, если бы ты не повстречалась мне. И меня, и весь наш аил спасла. Да ну что вы, байке, мы должны помогать друг другу. Зато у вас никогда ни один ягненок не пропадал. Коровы всегда с молоком возвращаются. Весь аил только вам и доверяет. Ну что ты, Ümit, это же моя работа. Я просто честно ее делаю. А как вы с разбойниками справились? Никак забыть не могу. Знаете, а приходите к нам в школу. Да, когда время свободное будет. Хорошая идея, обязательно приду. Больше буду знать, тогда точно никто не сможет меня провести или обмануть. То вот Булгумбай меня чуть не обманул, а теперь еще этот Карахан без тебя не справился бы. Смотрите, смотрите, вон ручеек, вон лес, а вон и ущелье, и стадо виднеется. И Кашара, пойдемте скорее, пойдемте. Тогда ускорим шаг. Пошли. Затаился с тех пор Карахан. Стал делать вид, что живет честно и не обижает простой народ. Ну а Ишен, как и обещал, пошел в школу. Поэтому в народе говорят: счастье тому бывает, кто в труде и в учении ума набирается.